Так, теперь вот отрезаем этот кусочек. Старт дан. Отныне мобильное электронное образование официально запущено и в Ингушетии. На открытие приехал гендиректор МЭУ Александр Кондаков. Это он создал множество методик и разработал огромное количество программ для работы с одаренными детьми. Сегодня развитие цифры в системе образования играет принципиальную роль, потому что надо готовить детей к их жизни в этом мире. Большую очень значимость имеет просветительская деятельность по отношению к семьям, потому что у семей очень высокая озабоченность тем, что дети живут в сетях, что они постоянно сидят в компьютерах, в своих устройствах и так далее. Хорошо, это плохо. Мы не всегда знаем и зачастую действуем на эмоциональном уровне. Поэтому вот одна из очень важных составных задач той деятельности, которую мы планируем в Республике Ингушетия, это в том числе и просветительская деятельность по отношению и к педагогам, и к семьям, потому что на сегодняшний день мы понимаем, что мы живем в сетевом мире, и это немножко другой, это другая жизнь, мы по-другому живем, работаем, развлекаемся, отдыхаем, и к этому надо быть готовым. Очень серьезный аспект жизни современного человека – это сетевая культура. И это ответственное сетевое поведение. Это даже новая система ценностей и новая этика взаимоотношений человека в сетевом мире. Суть проекта заключается в том, чтобы использовать возможности цифровой образовательной среды МЭУ в российских школах для повышения эффективности учебного процесса. Работу в этом направлении в регионе начали еще в октябре прошлого года. Специалисты проводят переквалификацию педагогов в школах и колледжах, занимаются разработкой основных образовательных программ и методических материалов. Мы связываемся с преподавателями со школ, у нас есть свой ответственный человек, мы их называем тьюторы. Они связываются с нашими координаторами, они уже координируют самих преподавателей, рассказывают ученикам о том, что есть вот такая возможность обучаться программированию, и ребенок делает регистрацию через госуслуги, мы его уже получаем и дальше уже с ним работаем. Направляем в школу квалифицированных программистов, которые обучены, чтобы преподавать, и они уже ведут там уроки и подготавливают детей. МЭУ в Ингушетии уже 30-е представительство, которое открывается в стране. Сотрудники работают в современном оснащенном офисе. Для республики центры востребованы. Уже более 2000 обучающихся из региональных 120 школ с 8 по 11 классы. Планируем реализацию программ государственных через Министерство цифры Российской Федерации. Это код будущего прежде всего. Первый модуль этой программы мы реализовали в конце прошлого года с нашими коллегами, с которыми сейчас, собственно говоря, открываем это представительство. И оно показало достаточно высокий запрос у детей республики на обучение языкам программирования. Одновременно высветило и достаточно серьезные проблемы, которые привели к открытию, к сегодняшнему дню открытию нашего представительства. Это недостаточный уровень квалификации педагогов по информатике для того, чтобы учить детей современным языкам программирования, по сути дела, жизни в современном мире. Поэтому в рамках федеральной программы будет происходить это обучение. Мы также планируем программу в рамках федеральной программы содействия занятости и цифровые профессии. Все это федеральная программа. А после с участием Александра Кондакова состоялась встреча с преподавателями информатики, где и обсудили важные аспекты и новые методики в образовании. Где-то года 4 назад у меня была дискуссия с одним большим достаточно ученым, который говорил о том, что вот не умеют ставить запятые, не умеют правильно писать слова там, и так далее. Я про себя задумался. А в Word-то мне, в общем-то, все это подсказывает с автоматом. Не окажемся ли мы с вами в ситуации, когда умение писать, считать станет такой рутинной операцией, и мы с вами скажем, что, а может, на это не надо тратить время. Робот сам сделает. Также участники задавали интересующие их вопросы. Одним словом, МЭУ задает новый импульс в развитии образования и способствует совершенствованию знаний подрастающего поколения. Зелимхан Калоев, Хамзат Халугоев, Новости 24.